Подготовив гостиницы с цветами, сотрудники администрации вместе с мэром первыми навестили вдову Тагира Бекбузарова, участника Великой Отечественной войны. Шарихан Бекбузарова радостно встретила гостей. Региона, стране, вы пару тугу бюджет, доля для того, больше, да, царь сидишь, саду, шага каждуш, что он не пахнет как. Об истории его службы и боевом пути супруга Шарихан мало что знает, так как его операции проходили под грифом «совершенно секретно». Но помнит из рассказов ветерана, годы войны ему, как и остальным, дались тяжело. Пришлось пройти через холод и голод. Бабушка Шарихан признается, что после войны ее муж иногда рассказывал детям, как нелегко далась победа, чтобы они ценили то, что имеют сейчас. А подобные визиты напоминают, что героизм ветеранов до сих пор ценят и помнят. Dik fetsun dini lerhasi dik fetsun. Dal sağ dolçun, dal eşmi dolçun. Далее представители администрации города навестили с гостиницами и вдову ветерана Заудина Гайтукиева. Любовь Тачиева бережно хранит все, что осталось от супруга. В сентябре 1942 года 19-летний Зяудин ушел на фронт. Служил связистом в 680-м стрелковом полку. Участвовал в Сталинградской битве. Ушел из жизни в 2019 году. Вырастил 2 сыновей и 2 дочерей. В памяти у родных остались только светлые и теплые воспоминания о ветеране. Hakla halvizay. Sabır çoğdalıcı. Ezil çoğdalıcı. Хитргах голова ценису хубли хатцелаты хубвачиш. Порядочно согласен. Бяхм бахташ асал джосан азара. Аз вах сон солдух ваха маварис. Глава администрации Магаса наведался и к дочери защитника Брестской крепости Маулатхан Цичоевой. На поиски информации о своем отце она потратила 45 лет своей жизни. Увидеть отца ей не посчастливилось, родилась она после его призыва. А первый день войны стал последним днем для Халита Цичоева. Он был в рядах защитников Брестской крепости, которая приняла на себя весь удар вражеской силы. До сих пор Маулатхан хранит письма, которые отец прислал матери. А она, в свою очередь, немало стихов посвятила ему. Душевные строки она зачитала гостям. Пылал лег рассвет, строчил пулемет. Это было давно, много лет тому назад. Не вернулся из Бреста молодой солдат, где остался вечно лежать. Городские власти стараются не забывать о вдовах ветеранов Великой Отечественной войны. Регулярно посещая их, такие праздники – это лучший повод. Мы со своей стороны стараемся оказать всемирное внимание и всевозможную поддержку их вдовам, членам их семей оставшихся. Поэтому такие мероприятия у нас проводятся, и это очень важно, это очень ценно. Это дань уважения павшим нашим ветеранам, которые ценой собственной жизни защищали нашу свободу, наше будущее. Поэтому помнить их и помогать их семьям – это наш святой долг. И сегодня и региональная власть, и муниципалитеты на всех уровнях делают все возможное для этого. День Победы – это праздник нескольких поколений, объединяющий дедов, отцов, детей, внуков и правнуков. Мы славим героев Великой Отечественной войны, преклоняемся перед их отвагой, стойкостью и храбростью. Адам Гулоев, Абдулмаджид Халухоев, Новости 24.